А в Хабаровск вернулись 186 туристов с острова Хайнань. У них взяли анализы на коронавирус. Результатов их еще нужно ждать. По рекомендации Ростуризма с 25 января приостановлена продажа туров в Китай. Так что этот рейс оказался последним на ближайшие дни. Репортаж Татьяны Шевчук. В зале прилета сегодня особое напряжение. Встречающие не могут скрыть волнение и слезы. У Татьяны Николаевны дочь уже 10 лет живет на острове Хайнань. Сейчас приняла решение временно вернуться на родину. Вот у нее муж собирается, едет там, что-то купит, продукты какие-то, приезжает, она с него все снимает, сразу же одежду забрасывают стирать. Он идет в душ, моется, тогда только проходит. Другим пришлось все дни отпуска детей. По телефону подбадривать их же, себя и близких. У меня дочь очень впечатлительная. Поэтому вот, думаю, если я ей сейчас скажу, одевай маску и не выходи из номера, то будет вообще паника сильная. Борт в Хабаровском аэропорту сел по расписанию. Но вот выход на российскую землю изрядно затянулся. Каждого еще в самолете проверили сотрудники Роспотребнадзора. Кроме обязательного измерения температуры, взяты были и дополнительные анализы. В Китае введен масочный режим. Маски все скуплены в аптеках. Мы уже купили на море маски, там уже перекупщики. В Хабаровск сегодня вернулись 142 взрослых и 34 ребенка. Для многих этот отпуск закончился досрочно. Всех российских туристов экстренно вывезли с курортного острова. Пробыли там 5 дней. Ну и принудительная эвакуация. Ну, как бы мы этому рады, в принципе, то, что нас оттуда эвакуировали. Потому что, как бы, за жизнь свою переживаем. Все экскурсии на острове были прекращены еще несколько дней назад. Туристам оставалось только сидеть в отеле. Те, кто живет в Поднебесной, уже давно такого пугающе тихого Нового года и опустевшего острова не припомнят. Все сидят дома, на улицах просто никого нет, вообще никого нет, как город с привидениями. И все в масках, если кто-то за продуктами. В магазин элементарно просто не зайдешь, стоит милиция, если у тебя нет маски. То есть все серьезно, контролируют очень серьезно. Журналистам рекомендовали не встречать этот рейс в аэропорту или максимально себя обезопасить. На острове Хайнань зарегистрирована первая смерть от нового штамма коронавируса. В самом аэропорту уже введен масочный режим. Все сотрудники в индивидуальных средствах защиты. Кроме того, после этого рейса здесь проведут обязательное кварцевание. Введена дополнительная дезинфекция помещений. Этот рейс стал последним из китайского города Санья. Туроператор приостанавливает полеты в Поднебесную. Закрытый автомобильный пункт пропуска в селе Покровка. Там карантин введен до 7 февраля. Татьяна Шевчук, Алексей Шабельников. Вести. Хабаровск.